Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас, в общем-то, мы в преддверии Нового года. Тем не менее, настроение абсолютно не предновогоднее в стране. Страна до сих пор находится в таком затяжном кризисе, и этот кризис дает практически каждую неделю, каждым день дает о себе знать. Это и кризис с энергетикой, и это стрельба в парламенте, повлекшая убийство депутата Голландзе. Это и полная беспомощность вообще исполнительной власти. Вот с таким настроением, в общем-то, мы, наверное, провожаем этот 24-й год, ну и ожидаем, конечно, находимся в стадии выборов президента Абхазии, следующего президента, который будет все разгребать, все наши хронические проблемы. Сегодня об этом поговорим с нашим постоянным экспертом Астамуром Тани. Астамур, добрый день. Астамур, ну... Конечно, как бы вот то, что произошло в парламенте, и то, что, в общем-то, и вся вот эта реакция, вообще, это вообще как-то, для меня, в общем-то, это не было такой неожиданности. У меня такое ощущение, что мы вообще к этому шли. Вот наша политическая система, политическая элита, она вот как бы такие очертания она уже приобретала. Я хотел бы, наверное, чтобы ты тоже свои какие-то взгляды, свои впечатления вообще о происходящем высказал. Ну, несмотря что вот эта произошедшая трагедия, это, конечно, экстраординарный случай. Вот. Но ты прав совершенно. К этому мы шли не один год. Потому что человеческий социум так устроен. Человек всегда моделирует наиболее успешную, повторяет наиболее успешную модель поведения, вот, которая ему приносит наибольшую выгоду. Если человеку выгодно поведение в рамках закона, эти правила всеми соблюдаются, и правящая элита, и основная часть населения готова следовать этим правилам. Но бывают такие переломные моменты истории, вот, когда власть ослабевает, вот, и вдруг оказывается, что успешной моделью поведения становится вот прям откровенно асоциальное какое-то поведение, преступное. Вот. Сначала, если эта модель поведения не пресекается, ее начинают моделировать уже общество. И что называется, этот социум начинает строиться уже не по принципам государства, правовой системы, он начинает основываться на праве сильного. У нас это происходило в течение десятилетий, когда так называемые неформальные лидеры, они оказывались выше закона, представители власти откровенно оказывались выше закона. Вот. И, естественно, это все, эти сигналы, они растекаются по всему обществу, передаются всему обществу. Вот. И если, ну, это тоже банальность, конечно, но должны найти силы, которые, невзирая на родство, свойство, знакомство, продемонстрируют прям силу закона. Если этого не произойдет, ну, мы, конечно, вряд ли вернемся к своему общественному устройству образца XIX века, потому что социально-экономическая среда это ушла. Вот, деревенская, когда вот, этот кодекс Апсуара регулировал какие-то отношения, чтобы люди друг друга не поубивали. Здесь будет просто какие-то кланы контролировать различные отрасли, преступные, полупреступные, полулегальные, легальные кланы, вот, легализованные во власти. Они будут отрасли экономики контролировать, какие-то территории, участки территории будут контролировать и периодически вступать друг с другом в конфликтные отношения. Так что здесь очень, кстати, недолго времени осталось, когда мы к этому придем.
А может просто настать момент, когда мы самостоятельно с этим не справимся. Вот, и тогда будет конец нашему государству. Ну, у меня, кажется, вообще сейчас возникла мысль, что ты говоришь вот о том, что настанет момент, когда мы самостоятельно не справимся. У меня такое... Не дай бог, если настанет. Пока люди хотят, чтобы в стране установился правопорядок. Понимаешь, ну, у нас же это известно. У нас власть, она не сакрализирована, не находится где-то там на Олимпе. Она у нас по земле ходит. Вот. Поэтому здесь очень важен личный пример. Вот если те, кто придут сейчас во власть, будут демонстрировать личным примером, что они туда пришли не для обогащения, для того, что если ты идти для личного обогащения, ну, ты будешь опираться только на преступные какие-то схемы во всех сферах. Вот. Если личные будут примеры такие, то есть государственный подход, равноудаленный, справедливый, это очень быстро получит отклик в обществе. Это надо транслировать в наше общество. У нас, к сожалению, вот даже вот сейчас какой-то, меня удивляет, последний месяц вообще какое-то информационное затишье после этих событий известных, вот, очередного нашего политического кризиса. Вот. Полное затишье. Ну, мне кажется, те, кто стремятся во власть, они должны транслировать какие-то идеи. Потому что здесь нужны все-таки средства лечения уже более серьезные, более радикальные для нашего общества. Это надо говорить. К чему мы идем? Вот, осознание того, что, ну, я не знаю, те, кто идут, они должны понимать, что если они чего-то хотят добиться, придется пожертвовать своими личными интересами. Потому что здесь хорошеньким для всех хочется, конечно, быть, но здесь не получится. Здесь очень серьезная ситуация. Прежде всего, внутренняя ситуация серьезная. Она, естественно, проецируется на наши взаимоотношения с Россией, потому что, ну, таким образом организованное государство, оно не может быть надежным партнером, потому что в нем, вот россияне смотрят, вот здесь есть институты, президент, парламент. Они же экстраполируют то, что у них есть, на нашу действительность. Думают, что здесь... Но если есть государственные институты, значит, они за что-то отвечают в этой стране. А на самом деле у них реальной власти нет. Потому что она размывается, постепенно уходит из рук официальных структур неофициальных. А потом все смешается. И улица смешается с официальными структурами. Вот. Ну, у нас, в принципе, мы к этому и давно шли. У нас, если вот так проследить вообще историю наших президентских выборов, эта тенденция, она уже почти отработана. То есть вот этот механизм, он практически отработан. Ну, во-первых, нужны большие деньги, чтобы реально стать президентом, претендовать. Нужны большие деньги. Нужны бойцы, которые будут как бы держать в напряжении, да, там, и показывать, какой ты, в общем-то, могучий и сильный. Нужны люди, которые будут знать эту улицу, которые там, я извиняюсь, там парализованных старушек будут вытаскивать, чтобы они проголосовали так, как надо. В общем-то, и в итоге, когда ты подходишь к финишу, и тебя избрали президентом, что бы ты ни говорил в свой предвыборный период, о каких бы реформах ты ни заявлял бы, в общем-то, ты уже одинок, потому что вот эти все люди, которые там заседали в твоем избирательном штабе, да, и они там, каждый был со своими интересами, они уже приходят, и ты должен им как бы уже сразу же, в первый же день после инаугурации, после того, как вступил в должность, они уже у твоего порога стоят и все чего-то требуют.
И это, если ты заметил, вот у нас любой президент, какая-то у него более-менее активность, что-то хорошее сделать, провести какие-то реформы, это происходит первый год. Дальше как бы все идет по нисходящей. По нисходящей уже последний год он, в общем-то, обеими руками, ногами цепляется за эту власть. И вот это все его окружение, оно вот такое, как бы достаточно криминализированное, то есть оно соответствует нынешнему образу власти, который, в общем-то, привел нас к очередному кризису и с достаточно тяжелыми всякими последствиями. Ну, насколько мы способны вообще эту саму систему побороть? Вот сейчас понятно, что вот идут 5 инициативных групп зарегистрировано. Насколько вообще, по-твоему, да, понятно, что пока агитация не началась, пока мы не знаем, какие там программы у людей, тем не менее, вот как бы какой-то исторический у нас опыт сложился, и некое, может быть, чутье, да, на происходящее. Вот как, по-твоему, есть понимание того, что править по-старому уже не получится? Что нужны какие-то серьезные изменения? Ну, ты знаешь, к сожалению, за последние 20 лет сложилась вот эта культура, о которой ты говоришь. Когда люди не столько апеллируют к общенациональным интересам, сколько исходят из того, что там кого-то затащить, каких-то убедить людей, исходя из их практических интересов, так скажем, коррумпировать, вот, и затащить их как можно больше на выборы. Ну, как показывает практика, мы видим, что после Альтенбаха мы видим постепенное снижение легитимности только что избранной власти. Вот каждый последующий президент, он обладал гораздо меньшей поддержкой нашего общества. Это не только связано с тем, что был пройден вот этот этап войны, непосредственно национально-освободительной борьбы. Нет. Просто наша политическая элита довольно неуважительно стала относиться к нашему обществу, полагая, что вот покупкой всяких трансформаторов, за подсыпкой дорог, этого общества и заслуживает с него достаточно. Но они не понимали, наверное, что это приводит к тому, что и общество к ним начинает относиться столь же непочтительно. Поэтому защитников в ходе вот очередных таких потрясений у власти, как оказывается, гораздо меньше, чем те, кто ее свергает. Потому что на самом деле в обществе растет недовольство в целом. Может, люди не все могут артикулировать как-то свое отношение к этой к существующей у нас власти. Это и прошлое, и нынешнее, всех касается. Но общее недовольство растет, разочарование растет. Вот. Мне кажется, вот эти правила игры, если на выборах не изменить, то есть нужно изменить ментальное свое, что называется, отношение к своему народу. Вот. Перестать вот этим заниматься, это стыдно в конце концов заниматься откровенным подкупом или каким-то там, не знаю, политическим шантажом. Потому что можно так прийти к власти в очередной раз, но легитимность опять будет настолько слабая, что человек, который к власти придет, он будет все время балансировать между противниками и сторонниками, которые часто хуже, чем противники. Потому что ты таким образом формируешь пул своих сторонников, которые хотят от этого получить непосредственную прямую выгоду. Вот. Невозможно управлять так страной. Поэтому, не знаю, получится или не получится, но другого варианта нету. Кроме как
Ну, мы находимся на такой стадии, когда очень важен, он всегда важен, но для нас, особенно для такого маленького общества, энтузиазм должен быть какой-то. Вот какие-то нужно ставить общенациональные цели, людей заряжать этим каким-то огнем. Нужно, еще раз говорю, личный пример нужен, знания нужны. И здесь, на самом деле, у нас маленькое общество, и по нему вот эти позитивные сигналы, они пойдут гораздо быстрее, чем если бы это была гигантская страна. Вот как негатив быстро распространяется, так и позитив. Для этого существуют общеизвестные способы. Это четкое понимание, во-первых, что ты хочешь и как хочешь, и умение это донести публично. Средства массовой информации есть. Есть, не знаю, встречи. Вот эти все возможности нужно, во-первых, с людьми надо честно говорить. Ну, потому что иначе не имеет смысла. Это будет дальнейшее, если мы опять по тому же накатанному 20 лет назад пути пойдем, это будет дальнейшее развращение нашего общества. Опять в нем будет править не закон, а те, кто сильнее, наглее. Вот, если мы к этому стремимся, вот это долго нас, в таком состоянии мы долго на плаву не продержимся. Это 100%. Мы сами захотим, чтобы кто-то извне нас подлечил. А само общество готово вообще к таким? Я уверен, что если ты продемонстрируешь свою искренность, публичный талант, последовательность в достижении этих целей, конечно, поддержит. Да. Так что я не считаю, что ситуация очень тяжелая, но не безнадежная. Ну, в принципе, я тоже с тобой согласен. Мне кажется, в общем-то, за вот эти 2 десятка лет институт президентства у нас, конечно, сильно восприятие, он сильно трансформировался в крайне негативную сторону. И понятно, и сейчас как бы такое восприятие, если во власть, то значит, в общем-то, для обогащения, не для служения государству, народу. Там это такой по остаточному принципу, если что-то там нам перепадет. Хорошо, если вдруг твои личные интересы совпадут с народными. Да, да. Тогда всем хорошо. Но в реальности, мне кажется, вот когда ты говоришь о количестве людей, да, поддержки и так далее, у нас сейчас вообще любые крайне отрицательный рейтинг вообще ко всей политической элите, да, если вот так суммировать там поддержку масс, да, там вот объяви митинг, да, если даже вот все наши политические организации объявят митинг какой-то общий, да, очень, я думаю, что не более пару тысяч человек придет туда. Но я помню прекрасно тот же 2004 год, когда вот эти две противоборствующие силы, они собирали там достаточно внушительные массы, тогда еще вера была такая, светлое будущее. Сейчас слишком все цинично просто. Да, много слов всегда, много обещаний, с каждыми выборами будут о реформировании и так далее, но мне кажется, вообще в силу того, что у нас опять же маленькая республика и быстро все люди знают, что, как происходит во власти, кто ворует, кто нет. В любом случае это достаточно хорошо видно. И мне кажется, даже если человек придет туда с желанием и начнет что-то делать, и у него будет не получаться, но при этом общество будет знать, что у этого президента, у его окружения будут чистые руки, я думаю, кредит доверия к нему будет как бы достаточно серьезный. Но если
Сейчас уже просто выжидать 5 лет, как у нас обычно. Вот мы же как бы мы как-то привыкли, да, вот это. Главное, лишь бы вот отсидел свой положенный срок. Но потом уже в конце концов, да, вот напряжение такое, что мы даже и не даем досидеть, потому что уже как бы понимаем, что и ждать еще 5 лет вот этого такого марлезонского условного балета, как бы страна не в состоянии. Но сейчас вот, наверное, вот это требуется вот этот посыл, да, вот на людей, которые с чистыми руками, с чистыми помыслами действительно, может, даже они не знают, как это вот сейчас, как эта конструкция будет выглядеть, да. Это тоже не бином Ньютона. Да, не бином Мы не Ньютона, первые, да. не впервые в мире строим государство. Если все сделать правильно, и результаты будут правильные. Если делать все наоборот, результат тоже будет вывернутый. Вот. Ну, есть, конечно, у нас, конечно, пример главный, конечно, это Владислав Арзамба. Вот. Как можно кратко описать его подход? Он был, без этого не обходится, ничего ты творческого не построишь. Он был идеалистом в постановке целей и прагматиком в их реализации. Вот. Подходить цинично к нашему обществу и, исходя из этого циничного отношения, что-то строить невозможно. Это народ надо любить. Иначе не получится. Потому что, если цинично смотреть, то ты можешь прийти к выводу, что здесь ничего не может, ничего нельзя создать. Вот. Здесь все-таки масштабная задача стоит. Ну что, сейчас из нынешнего расклада тех, кто зарегистрировался, что внушает определенный оптимизм? Ну, первое, что бывший президент не будет будущим президентом. Так, это первое. Второе, что среди тех, кто идет, нету людей, которые работали в советских партийных, хозяйственных и правоохранительных структурах. Это люди в основном... Генералов нет. Да, и генералов, к счастью, тоже нет. Да. Потому что сейчас задача у нас для гражданских людей, которые обладают соответствующими знаниями и инструментарием, да, для решения этих задач. Вот, что, наконец, произойдет смена поколений. Потому что в основном, там, по-моему, самый старший твой ровесник. Это Барциц, да? Да, чуть старше. Да, то есть чуть за 50, да? Вот. То есть эти люди, которые сформировались в основном уже как личности в условиях независимого абхазского государства. То есть это уже само по себе позитивный фактор. То есть у них нет этого груза. Есть отрицательный опыт тоже, который влияет на твою модель поведения. Вот. Но теперь мы, естественно, по-старому управлять не получится. У власти, которая придет, будет не очень высокий рейтинг, надо понимать. Поэтому то же самое можно сказать. Если первые полгода не будет сформирован вектор, который будет поддержан обществом, и люди поймут, что да, вот наконец пришли люди, команда, которые не для перераспределения должностей пришли, а пришли на самом деле вложить свои силы, здоровье и вытащить страну из состояния банкротства в полном смысле слова. Мы находимся в состоянии банкротства и в материальном смысле слова, и в духовном смысле слова. Потому что люди, разуверившееся общество, его же надо в чем-то убедить. Оно должно поверить, что у них есть перспективы, у детей есть перспективы, что здесь стоит жить, что стоит здесь рожать детей.
Никакие вопросы здесь невозможно решить. Ни демографические, никакими заклинаниями эти вопросы не решаются. Это нужна последовательная большая работа. Вот, иначе это все останется опять благими пожеланиями, потому что у всех программы за последние 20 лет, я думаю, одинаковые были примерно. Вот, за все хорошее против всего плохого. Это превратилось в разновидность застольного тоста, эти программы. Поэтому если первые полгода не будет продемонстрировано что-то яркое, последовательное, смелое, честное, если не будет показана команда такого рода, вот, будет опять проблема низкой легитимности. Через полгода эта власть будет не способна решать никакие проблемы. Она будет заниматься тем же, что предшественники. Протянет она 5 лет или нет, я не знаю. Вот в этом случае. Ну, в любом случае вызовов много, и один из вызовов, наверное, это отношения с Россией. У нас впервые за долгие годы, точнее с 2004 года, Москва, в общем-то, определенные сигналы дает, на кого она ставит в этой президентской гонке. То есть у нас как-то сейчас еще появился некий контекст, то, что в абхазской политической среде есть якобы антироссийско настроенные силы. И, к сожалению, этот тренд был запущен вот уходящей властью, бывшим президентом Асланом Бжани и его окружением. Я не знаю, с какой целью. Видимо, как-то удержать и как-то показать, что... Но он оказался в условиях потери поддержки в обществе. И оставался один способ задержаться у власти – это получить внешнюю поддержку. А для этого нужно было кого-то обвинить. Ну, ты знаешь, мне кажется, что пока я, честно говоря, не вижу такого явного фаворита, что называется, Москвы. Вообще в этом смысла никакого нету. Я тоже удивляюсь, зачем. Да, это вообще не лишено какого-либо практического смысла, потому что на самом деле ценность, вот абхазы, много раз говорили мы это здесь в нашей передаче, абхазы, конечно, строптивый народ, очень неуютный, неудобный, но только на такого союзника можно опереться. Если здесь будет все какое-то пластилиновое, аморфное и так далее, исторический процесс такой, с благоприятными временами сменяются неблагоприятными временами. Лучше иметь союзника, который имеет свое мнение, свою позицию, свое «я», самоуважение. Вот с таким союзником легче выстраивать отношения. Вот. Еще раз, это же тоже очевидно и банально. Для Абхазии Россия является гарантом сохранения народа и государства. Вот. И абхазы, естественно, будут этому союзу придерживаться. Но если будут возникать, допустим, угрозы этим базовым ценностям, естественно, абхазское общество, как это сейчас произошло, оно будет выражать недовольство. Никто не захочет оказаться у себя на родине в качестве обслуги, там, еще каких-то... тем более у нас же еще какие проблемы стоят? У нас мы маленький народ, у нас выживание проблема стоит. Мы на самом деле... в угрожающем состоянии находимся. У нас многие годы систематически не решаются вопросы, такие как у нас везде написано из закона, вот тоже, знаете, мы фетиш делаем, конституционная реформа, изменение законодательства, все нужно, конечно. Законодательные рамки надо создавать. Но вот, допустим, у нас есть закон о государственном языке, но фактически он не работает. У нас абхазский язык, он на грани выживания находится. У нас Астамуров много о чем работает. Базовые вещи. Для чего это государство нужно? Чтобы сохранился абхазский народ и со своей культурой, со своим языком. Иначе оно зачем нужно? Оно не нужно, не рентабельно, смысла не имеет. Вот если наше государство эти базовые вещи не защищает, зачем оно нужно?
Нет в нем никакого, ни малейшего смысла. Вот. Поэтому мы не должны ставить телегу впереди лошади. Наша первоочередная задача – это сохранить свою нацию, свое лицо, свой язык, дать возможность. Я не говорю законсервировать какую-то архаику. И это невозможно. Но здесь должно быть, иметь смысл говорить на абхазском языке, например. Да, вот эти вещи систематически нашим государством многие годы не решаются, все остается на уровне заклинаний. Так возвращаясь к России, отношениям. возвращаясь, да. Я не вижу никакого смысла, чтобы сделать здесь на кого-то ставку. Потому что кто бы ни пришел, представим даже себе, нашелся какой-то агент ЦРУ и пришел к власти в Абхазии. Но здесь что-то ты вопросы безопасности не решишь, экономические вопросы без России не решишь. Коммуникационные вопросы без России не решишь. Вопросы свободы передвижения без российского паспорта ты не решишь. Товарооборот в основном с Россией не решишь. Ну, это же объективная вещь. Ты же не научишь пингвина летать. Ему зачем это? У него другой образ жизни. Вот. То же самое и здесь. То есть не надо это самого себя пугать такими страхами. Если Россия будет продолжать играть такую ведущую роль в нашем регионе, проводить эффективный внешнеполитический, экономический и так далее курс, то, естественно, у нее здесь у России позиции сохранятся. То есть это совершенно не зависит от того, кого Россия здесь сделает ставку. Но, тем не менее, в общем-то, недовольство России было вот в этот период, по крайней мере, последние месяцы ярко выражено. Это были и заявления. Спровоцировал. Ну, не будем разбираться, кто спровоцировал и так далее. Но Истоки были отсюда. Да. Потому что совершенно неверная картина и представление о нашем обществе формировалось нашей политической правящей элитой. Вот. Я надеюсь, что те, кто придут к власти, они сделают выводы из всего этого. Иначе результат будет схожий. Но ты прогнозируешь, что все-таки после президентских выборов... Надо честный диалог выстроить с Россией, сказать, какие у нас красные линии существуют, для чего нам все это нужно, что мы сохранить хотим свое государство, контроль. А государство зачем? Нация может существовать, если она осуществляет эффективный контроль над территорией, над своими национальными ресурсами. Иначе, не обладая всем этим, ты не можешь существовать как нация. Начнется период распада. И все дойдет до уровня фольклорного ансамбля. Вот. Если у нас задача сохранить рычаги для того, чтобы наша нация развивалась, нам эти показатели нужны. Контроль над собственной территорией, над собственной экономикой. На этом мы, в общем-то, будем завершать. Я еще раз напоминаю, что это наша последняя передача в этом году. Встретимся уже в следующем году, поэтому, в общем-то, я желаю, не только я, наверное, я с тобой. Ты позволишь мне тоже? Да. Я желаю мира, добра, работы, деятельности во благо своей семьи, во благо своего государства, своего народа. Я надеюсь, что вы все будете живы, здоровы, и у вас будут здоровые мозги. Мы будем все думать в правильном, позитивном направлении. Астамур, добавь, что... Я тоже хочу присоединиться к пожеланиям. Вот. Все-таки у нас есть перед глазами наши собственные примеры, их как позитивные, так и негативные. Дай Бог, чтобы мы в этом году смогли вооружиться хорошими примерами. Есть у нас здесь много талантливых, умных людей. Здесь отзывчивое, в принципе, общество. Здесь можно добиться успеха. Вот, я желаю всем нам, чтобы мы вместе добились успеха.
и смогли обеспечить надолго благополучие и нашей страны, и наших семей. Вот. Всем мира, добра и здоровья желаю. Нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на YouTube-канале. Нас можно смотреть на странице «Чегемской правды» в Facebook. Какие-то комментарии можно видеть на моем телеграм-канале «Иналхашик Чегемская правда». С наступающим Новым годом! Будьте здоровы, будьте счастливы. До свидания, до новых встреч. До свидания. Увидимся.